Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Сегодня 21 декабря, такой знаковый день, День равноденствия. И сегодня вот в таком тоже значимом месте, в историческом зале Национальной библиотеки нашей республики, мы участвуем в презентации книги Анани Николаевича Андреев. Данная книга, мы знаем, издана совместно с Национальным архивом. Сегодня очень интересные были выступления. Глубоко символично, что эта книга о жизни и деятельности крупного государственного и общественно-политического деятеля нашей республики Анани Николаевича Андреева, основанная на архивных документах, вышла в юбилейный год столетия Якутской ССР и канун 90-летия образования Народного комиссариата коммунального хозяйства Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Я от себя лично, от нашего многотысячного коллектива ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия выражаю огромную благодарность составителям книги. Наталье Степановне Степановой, заместитель директора Национального архива Республики, главный архивариус отдела документов Вячеслав Сергеевич Сиевцев, Андрей Васильевич Указаев, главный архивист отдела использования документов, Егор Петрович Антонов, ведущий научный сотрудник отдела истории и архивских исследований. Вообще тоже очень интересно было послушать. Ну и самая наша большая признательность инициатору сохранения и увековечения памяти Анани Николаевича Андреева. Это наш большой энтузиаст, это наш большой друг, заведующий музеем ЖКХ имени Андреева Галине Егоровне Орлаховой. История становления и развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства напрямую связана с именем Анани Николаевича. Анани Николаевич прожил короткую, но яркую жизнь, успев много сделать для родной Якутии. Был первым из якутов, кому удалось получить высшее образование инженера-теплоэнергетика в Москве. Находился на ответственных и высоких постах. Председатель ЦИК и Совета народных комиссаров Якутской ССР. Первый нарком якутян жилищно-коммунального хозяйства ЯССР. Директор Якутской центральной электростанции. Председатель Якутского городского исполкома. К сожалению, как и многие в те спокойные времена, воздающие якутяне того времени, он был репрессирован. Но в 1956 году был реабилитирован посмертно Президиумом Верховного суда ЯССР. Нашим предприятием совместно с Татинским улусом, сегодня Михаил Александрович лично сидит, все это он помнит. Начиная с 2011 года была проведена и проводится в настоящее время работа по увековечению доброй памяти Анани Николаевича. В настоящее время совместно с вами, уважаемые татинцы, в Татинском улусе развернулся целый музейный комплекс ЖКХ, который сегодня включает в себя музей в здании Татинского филиала, мемориал первому наркому ЖКХ Андрееву в местности Уганахтах, сквер Анани Николаевича в местности Куанарыта. Также начато строительство отдельного здания Республиканского музея имени первого наркома ЖКХ Андреева в селе Рутыкёр. Уже стоит готовое здание. Сегодня есть проект, который мы совместно со всеми коллегами, ресурсниками, людьми, которые так или иначе относятся к коммунальной отрасли, имеем планы построить, завершить. Также учреждена именная стипендия наркома, которая ежегодно в сентябре вручается студентам из Татинского вуза, обучающимся в высших учебных заведениях по техническим дисциплинам. В прошедшем 2021 году, в год 120-летия Анани Николаевича, нами совместно с Министерством ЖКХ энергетики и другими организациями республики проведены юбилейные мероприятия, во время которых подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по созданию и строительству республиканского музея. То, что я выше озвучил.
Для работников нашего предприятия стало доброй традицией чтить память наркома коммунального хозяйства Анании Николаевича Андреева на его родной земле. Ежегодно мы встречаемся в день рождения с директорами со всей республики наших филиалов, выезжаем и даем дань памяти. Это уже наша традиция, которую мы намерены поддерживать и продолжать. Андрей Николаевич остается примером несгибаемого духа, трудолюбия и большого желания помогать людям. Важно сохранить и увековечить имя выдающегося якутянина, внесшего огромный вклад в развитие и процветание родного края и отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Жилищно-коммунальное хозяйство, как вот Владимир Васильевич отметил, как вы сказали, такой суровый, да, мягко говоря, суровый край, да, который требует больших сил, чтобы здесь создать условия для жизни. Желаю всем добра, здоровья, бодрости духа и благополучия. Дорогие друзья, разрешите вручить республиканские награды и награды ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. За огромный личный вклад в увековечивание памяти крупного государственного и общественного политического деятеля Якутии Анания Николаевича Андреева и в связи со столетием Якутской ССР наградить юбилейным знаком Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской ССР Арлахову Галину Егоровну, заведующую Республиканским музеем жилищно-коммунального хозяйства имени Анания Николаевича Андреева. Юбилейный знак Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской ССР. Давайте похлопаем еще раз, дорогие друзья, поздравим Галину Егоровну заслуженной наградой. Участие в составлении издания книги о жизни и деятельности Анания Николаевича Андреева, видного государственного деятеля, народного комиссара коммунального хозяйства Якутской ССР и в связи со столетием Якутской ССР почетная грамота ГУП жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия вручается Казаеву Андрею Васильевичу, главному архивисту отдела использования документов Национального архива Республики Саха-Якутия. Объявляется благодарность ГУП жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия Степановой Наталье Степановне, заместителю директора Национального архива Республики Саха-Якутия. Благодарность ГУП жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия вручается Антонову Егору Петровичу, ведущему научному сотруднику отдела истории арктических исследований проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук, кандидату исторических наук, доценту. И на память нашим замечательным работникам архива мы вручаем вот такие тоже чароны с именной надписью на память о нашей совместной замечательной работе по такому событию, вечной памяти Анания Николаевича Андреева. Давайте еще раз поблагодарим работников Национального архива.